Здравствуйте, я Илья Колмановский, это проект «Параллели». Видео, на котором 4-летний мальчик по имени Лиам из ЮАР впервые заполучил механизированный протез пальцев руки, смотрится захватывающе. Ребенок осваивает мелкую моторику, играет с мячом, словом, делает все то, чего не мог делать, потому что у его родителей не было нескольких тысяч долларов на такой протез. В этом сюжете интересна не столько механическая изощренность проекта, сколько его социальная сторона. Трехмерные принтеры и открытый код создают совершенно удивительные возможности. Два инженера, один в ЮАР, другой в США, задались целью помочь Лиаму обрести нужный протез, причем с минимальными затратами. Они раздобыли два 3D принтера и в течение нескольких недель перекидывали друг другу через океан файлы с чертежами деталей, распечатывали их в пластике, дорабатывали и в итоге получили работающую модель и вручили ее Лиаму, а вместе с ним и всему миру, потому что они выложили все файлы в популярное хранилище 3D-проектов Thingiverse – вселенная штучек. Их может скачать любой желающий и напечатать. Там же можно будет взять файлы для Лиама, когда он подрастет и руку надо будет заменить, увеличить. Руки нужны не только людям, но и роботам. У большинства роботов руки довольно неуклюжи, потому что совершают очень простое линейное движение. Наши руки, когда мы берем, скажем, чашку, совершают многочисленные уточнения и поправки траектории движения прямо на лету, в зависимости от условий, препятствий и веса предмета. Энни Холлидей из MIT рассказывает о том, как она научила робота поправкам, адаптации движения. Обычные роботы могут работать только в строго упрощенной среде. Я пытаюсь научить их задумываться над возможными неудачами и заранее приспосабливаться к выполнению задачи. Например, если ты пытаешься установить на плоскость объект, который легко падает, у него маленькая площадь основания, он слишком высокий, хорошо бы уметь воспользоваться второй рукой, чтобы поправить объект. Наш алгоритм позволяет предсказать, что башенка будет падать, и вовремя подключить вторую руку, чтобы правильно установить ее. Любой робот, который будет работать в обычной квартире, должен уметь приспосабливаться к конкретным задачам в конкретных условиях. И мой алгоритм частично решает эту задачу. Замечательный новый навык для робота. Пригодится, когда мы поставим их на кухне строгать салаты. С вами был Илья Колмановский, проект «Параллели». До новых встреч!